России стартовал отраслевой проект Федеральной налоговой службы «Общественное питание». Он призван упорядочить сферу услуг в этой области, создать равные конкурентные условия для бизнеса и защитить права потребителей. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Марат Геливанов, начальник отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Марат Магданович, давайте в первую очередь объясним, что это за проект «Общественное питание». Основой для старта этого проекта послужили особенности осуществления расчетов именно в этой сфере, ну и ментальность потребителей именно общественного питания, потому что все это создает риски неприменения контрольно-кассовой техники, не применяется контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов с потребителями, забывается якобы пробивать чеки, и вот данный проект призван как раз исправить ситуацию в данной сфере и побудить к соблюдению законодательства действующего. Вот проект «Общественное питание» – это для потребителей или для предпринимателей? Можно сказать, что это и для потребителей, и для предпринимателей, потому что добросовестные предприниматели, наши действия направлены на то, чтобы сократить избыточные проверки, которые были направлены на освободить добросовестных предпринимателей от избыточных проверок, то есть как бы это для предпринимателей польза. Но в то же время само законодательство подразумевает, что правила применения контрольно-кассовой техники и затрагивает и самих потребителей, в том числе как и защита потребителей, закон о защите их прав, то есть и на тех, и на других. Расскажите, сколько у нас сейчас предприятий в сфере общественного питания и кто из них, какое число задействовано в этом проекте? Всего в Республике Башкортостан порядка 5600 предприятий имеют те или иные признаки отношения к общественному питанию, там товарные позиции в чеках, а в проект отобраны порядка 1200 предприятий. Но в него, конечно, не вошли, например, там кейтеринг, предприятия общественного питания при школах, АЗС, гражданских органов исполнительной власти при предприятиях. Но это не означает, что остальные не должны не применять контрольно-кассовую технику, а остальные тоже находятся под контролем. Итого 1200 из 5600 примерно у нас в проект входит. Какие мероприятия будут реализовываться в рамках проекта «Общественное питание»? Основой мероприятий воздействия у нас, конечно же, служит профилактическая, в основном, работа контрольно-надзорная. Ну и первым делом это идет информационная кампания, которая направлена как обращена как к руководителям предприятий общественного питания, так и к самим потребителям. То есть вот предприятия у нас будут под контролем именно в двух сферах находиться. Мы показательно с вами уже обсуждали о том, что проект «Общественное питание» касается и предпринимателей, и потребителей. Но вот давайте еще раз проговорим, в чем польза для обычного потребителя реализации проекта «Общественное питание»? Для обычного пользователя это, во-первых, защита прав потребителя. Он всегда может пожаловаться и на какие-то плохо оказанные услуги, тем более, если были какие-то последствия для обычного потребителя. Ну и давайте честно говорить, у нас есть у всех чувство справедливости. Вы знаете, да, что такое обочинники, которые по обочине едут, и, скажем так, и остальные стоят в очереди, их пропускают. Но несправедливо. А вот именно обочники, скажем, грубо говоря, те, кто не применяет контрольно-кассовую технику, они получают незаконные преференции, они получают преимущество по неуплате налогов с более добропорядочными. То есть, в принципе, я думаю, что любой честный человек должен требовать чек в этом отношении. Это то, что касается потребителей. А что касается индивидуальных предпринимателей, мы тоже смотрим, есть честные и нечестные. Те честные, которые выполняют закон, почему они должны страдать из-за того, что кто-то получает незаконные преференции. Поэтому, конечно, польза государства уже это третье лицо, и тут уже говорить можно, по-моему, бессмысленно. Все понимают, что это доходы бюджета. Марат Магданович, расскажите, почему могут ли отказать покупателю, потребителю в выдаче чека? По закону они обязаны выдать чек в момент осуществления расчета, либо когда покупатель свои деньги доверяет официанту, то относится, скажем, в другом месте производится
применения контрольно-кассовой техники, скажем, около барной стойки. Что значит могут? Это будет нарушением, то есть они обязаны выдать чек. Не могут. А когда должен выдаваться кассовый чек именно кассового аппарата, контрольно-кассовой техники? Ну да, в момент осуществления расчетов, то есть бывает, что у официанта с собой контрольно-кассовая техника портативная, он сразу пробивает фискальный чек. А бывает так, что он относит деньги к барной стойке, к примеру. Ну, мы говорим о предприятиях общественного питания, где есть официанты, и там происходит расчет, но вместе со сдачей он должен принести кассовый чек фискальный. А бывают другие чеки? Да, вот, к сожалению, как раз у нас сейчас и страдают как бы таким нарушением, как просят, ну, приносят, например, гостевой счет, да, многие путают, что это с фискальным чеком его, либо приносят какой-то счет, на котором даже есть, скажем, QR-код там, для чаевых, либо когда рассчитываемся мы, пластиковые карточки выдаются просто из терминала. Ну, терминал – это периферийное банковское оборудование, выходит слип-чек, такой маленький чек, который всего лишь навсего свидетельствует о том, что расчет произошел посредством карточки банка, пластиковой карточкой. А сам фискальный чек, который выдает контрольно-кассовая техника, здесь не выходит. Поэтому основным отличием, конечно же, является вот этот QR-код. QR-код, который именно должен считываться специальным приложением проверка чеков. И в этом случае мы можем убедиться, что это именно фискальный чек, который выдал контрольно-кассовый аппарат, техник. Каждый потребитель может обратиться в налоговый орган с жалобой о том, что, может быть, неправильно выдан чек или вообще не выдан. А как вообще это действует? Да, существует Федеральной налоговой службой реализован механизм проверки кассовых чеков фискальных. Это приложение «Проверка чеков» во всех магазинах, он скачивается, это бесплатная государственная программа. Наводя сканер, да, смартфона на QR-код именно чека, мы узнаем, выдадут все те же реквизиты, которые есть на чеке. Мы удостоверимся, что это действительно фискальный чек. А при этом также у фискального чека есть такие особенные реквизиты, как, например, фискальный накопитель, номер фискального накопителя, то есть буква ФН будет, фискальный документ ФД, и будет такой длинный номер РН, рек-номер кассы, который, скажем, на слип-чеках, либо на пред-чеках, которые в виде гостевого счета выдаются посетителям, он будет отсутствовать. То есть основное это, конечно же, вот QR-код, который определяется именно посредством приложения проверка чеков. Вот осуществляются, может быть, какие-либо рейды? Как контролируют именно налоговые органы деятельность предпринимателей вот в этой сфере? У нас направленность действия, как вы уже знаете, это профилактического в основном. То есть те, которые не выполняют наши предостережения, которые мы выявили риски, вынесены предостережения, те уже, конечно, будут подвержены контрольно-надзорным мероприятиям. Но основа у нас профилактические мероприятия. И, в принципе, существует также у нас и программы, которые позволяют как по заявлениям граждан у нас работать по нарушениям, также и по внутренней существует система контроля. Поэтому основа у нас профилактические мероприятия и побуждение налогоплательщика к исполнению действующего законодательства. Как еще можно побудить налогоплательщиков все-таки вести и предпринимателей вести свою деятельность законно? Может быть, есть какие-то методы наказания и так далее нарушителям? Да, методы наказания есть, конечно же, за невыдачу просто чека, то есть применил контрольно-кассовую технику, но не выдал клиенту, есть соответствующие штрафы там, от 1,5 до 3 тысяч рублей, а за неприменение контрольно-кассовой техники в целом есть от 10 до 30 тысяч рублей, то есть в целом, если не применил контрольно-кассовую технику. Но, может быть, даже широкая огласка тех, кто составление перечня, кто постоянно нарушает действующее законодательство, может быть, тоже как метод, тоже прорабатывается как метод воздействия на нарушителей. Потому что хорошее, так сказать, мнение о каком-то предприятии общепита, оно тоже имеет место быть. Какие в последнее время именно нарушения участились в этой сфере? Может быть, стали они чаще или, наоборот, реже? В последнее время, да вы сами, наверное, были свидетелями, что
Просят перевести, да, обслуживающий персонал, Онлайн. денежки, да, через систему быстрых платежей, онлайн и на счета, получается, физических лиц. Но в этом случае, конечно, говорить о том, что касса будет применяться, не приходится, хотя теоретически это вполне возможно сделать, перевел деньги на счета, ими распорядился, но государство знает, что ты эти чеки провел, и по нему будет, по этим чекам, по этой сумме будет отчетность. То есть нарушение, то есть можно сказать однозначное, что просят перевести через СБП на счет физического лица. Бывает также, что выдают просто через слип-чек выдают, то есть через терминал проводят ваш расчет и выдают маленький чек, слип-чек, то есть проводят лишь через терминал, при этом контрольная касса техника не используется. Но это тоже нарушение, потому что при этом должна быть применена также и контрольная кассовая техника. Интересный вопрос. Насколько часто потребители обращаются, что им не выдали чек? Вот тут вопрос тоже отношения потребителей именно к нарушению действующего законодательства. Это, наверное, зависит от всей нашей внутренней культуры. То есть очень неудобно просить, когда тебя хорошо накормили, обслужили, и после этого ты говоришь официанту, ну, принесите мне еще фискальный чек, кроме тех счетов, которые, слип-чека, который он тебя выдал. То есть вполне возможно будет, что вот именно ментальность потребителей, так сказать, препятствует правильному ведению хозяйства и в целом даже везде это порядку в стране. Поэтому, конечно же, мы призываем всех потребителей требовать чеки, именно фискальные чеки с QR-кодом, именно чеки контрольной кассы техники. Но при этом, если неудобно, можно всегда сказать, что это для отчета. То есть, ну, для отчета либо перед предприятием, либо перед женой, либо перед собой. Отчет нужен, чек нужен, пожалуйста, принесите еще. Поэтому мы хотели бы, чтобы и потребители активно участвовали в этом проекте. И можно посредством либо приложения проверка чеков направить сведения о нарушении, они обрабатываются автоматически. То есть вы скачиваете себе на смартфон приложение проверка чеков, наводите на QR-код, и там сразу, если какое-то есть нарушение, там просят либо послать в налоговые органы сообщение о том, что есть нарушение, либо можете написать там же. Можно через личный кабинет к нам обратиться в налоговые органы, мы обязательно отреагируем, либо любым другим способом обратиться в налоговые органы о том, что существует такое нарушение, вам не выдали кассовый чек. Но желательно приложить какие-то документы, подтверждающие о том, что все-таки нарушение было, чтобы мы могли идентифицировать нарушителя. Марат Магданович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как реализуется проект «Общественное питание», потому что по названию сразу и не решишь, и не поймешь, что это именно касается налоговой службы. Но теперь все встало на свои места. Спасибо огромное. Пожалуйста. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.